Ассаламу алейкум, Бусалчнахи. Добрый вечер. Аух и Салатавия, Терско-Сулакское междуречие, не дает покоя ряду исследователей, если можно их так назвать, которые из науки уже давно перешли в область политическую, которая к тому же еще и имеет характер спекулятивной деятельности. И вот сегодня мы решили по материалам двух-трех наших публикаций, ссылки на них мы оставим под видео, провести наше исследование, озвучить те материалы, которые нами были приведены. Поэтому заранее скажу, что при чтении текста я буду называть авторов. А что касается страниц, полных названий источников, то есть издание, город, страницы и прочее, вы сможете запросто найти на страницах опубликованных уже изданий. Это научные публикации, поэтому с этим вопросов не будет. Для того, чтобы укоротить наше выступление, для того, чтобы сделать его менее наполненным, значит, ненужной информацией, мы его упрощаем до такого уровня. Опять же, ссылки на наши источники, где вы сможете ознакомиться с PDF-форматом этих статей, вы сможете получить под видео. Хочу выразить благодарность каналу Nokchi World, который в очередной раз пригласил нас для того, чтобы мы сегодня приняли участие в работе канала. Большую благодарность выражаю руководству канала и всем его участникам и зрителям. Итак, мы начинаем. Назовем наше сегодняшнее выступление «Чеченский аух. Терско-Сулакское междуречие». Прежде всего нужно отметить, что существуют уже изданные публикации наших исследователей соседних регионов, непосредственно восточного региона по соседству, который от нас, в котором утверждается о том, что аух – это новообразование, которое сформировалось лишь только в 1943 году и расформировалось после депортации чеченцев в 1944 году, то есть там чуть ли не 1 год существует вообще аух. Вместе с тем, эти, скажем так, исследователи игнорируют следующий факт. Во-первых, аух как административная единица существовал при имамате Шамиля. То есть это как минимум 1840-е, 1859 годы. Речь идет сейчас не о фактическом существовании, а о юридическом существовании. Потому что и на картах он отображался, и избирались так называемые наибы, то есть административные районные руководители, в том числе и ауховские руководители. Поэтому этот факт игнорируется. Игнорируется тот факт, что аух так же, как административная единица, упоминается при Ташу-Хаджи, который предшествовал имаму Шамилю, имам Шамиль 1840 по 1859 год, то Ташу-Хаджи ориентировочно с 1834 по 1939 год, и предшествовавший им Таймиев Бибулат, который правил до 1832 года. Это один факт. Наши соседи утверждают, что аух – это кумыкское название чеченского акка и аварское произношение этому гаух. То есть это дагестанские формы наименования чеченского термина акка, которые все являются производными от, значит, тюркского экзонима, данного чеченцам-ауховцам аух. Хорошо, допустим, что это так. Что нам делать с следующим фактом? У Геродота, 5 век до нашей эры, упомянуто скифское племя Аухат. Ат – это этноформант, как в русском языке ци, там чеченцы и так далее, поэтому здесь основа аух. Значит, это, скажем, современным языком ауховцы. Локализуется это племя, скифское племя, на Кавказе. Совпадение, скажете вы. Хорошо. Область аух или аух обнаруживается у Валерия Флака в 1 веке нашей эры. Это аргонавтика. Этого тоже мало. Аухат у Плиния Секунда Старшего. Тоже 1 век нашей эры, естественная история. Гунское племя Аухар или Аугар упоминается в 6 веке нашей эры. То есть на протяжении почти тысячелетия мы обнаруживаем последовательность и упоминание этого племени и области на территории Кавказа. Значит, кто-то скажет, какая связь между чеченцами и ауховцами, вернее, с племенем Аух, Аухат и областью Аух. Известно, что международная группа, это 24 автора, провели митохондриальные ДНК-анализы и удостоверились в том, что из 86 претендентов народов, которые так или иначе претендуют на скифское наследство, к западным скифам самыми близкими оказались именно чеченцы. Не говоря уже про бесланский могильник, который представляет собой аланскую культуру, раннеаланскую культуру, в котором тоже обнаруживаются, значит, непосредственно
родственные чеченцам не только гаплогруппы, но и субклады, то есть отдельные ветки. Ну, если возвращаться из античного периода, из раннесредневекового периода и вернуться в времена более близкие. Почему мы их затрагиваем? Потому что вот один из этих исследователей, речь идет об одном человеке, я имею в виду из соседней республики, который утверждает ровно следующее, я цитирую. До конца XIV века центральным поселением данного микрорегиона, речь идет о Салатаве, являлся крупный аварский город Алмак. В конце XIV века известный завоеватель Тимур Барлас в ходе нескольких походов опустошил эту территорию. В результате население было частично истреблено, а частью укрылось в горной аварии. В XV-XVII веках проходил постепенный возврат этого населения на прежние места жительства. И теперь обратите внимание, в 1763 году в этот микрорегион началось переселение из Ингушетии и Западной Чечни, конец цитаты. Обращаю ваше внимание на то, что этот автор утверждает, что не только до 1763 года и следа не было чеченцев на территории Терско-Сулакского междуречия, то есть Салатави и Ауха, но и переселились чеченцы в последнюю треть XVIII века в этот регион в качестве подданных и чуть ли не рабов кумыкских князей. При этом, рассуждая о XIV веке и об аварском городе Алмак, естественно, Хафизов, все-таки я назвал его фамилию, ссылаются на Бакиханова, Гюлистан, Иран. Соответственно, я бы хотел, чтобы вы послушали в оригинале, что написано в Гюлистан, Иран у Бакиханова. Цитата. «Эмир Теймур, тот самый Тимур Барлас, покорив кумыков, обитающих между Тереком и Сулаком», здесь надо говорить не о кумыках, а об предках кумыках, то есть кипчаках, прошел по земле Мечекич, Мечегич, Мечегиш – это кабардинское и кумыкское название чеченцев, на город Алмак, ныне деревня в Салатавском округе, который имел 7000 домов, а ныне здесь всего 100 домов. Конец цитаты. То есть в оригинале речь идет о чеченской земле и в чеченском городе Алмак. Прочитаем дальше цитату, приведем Гасана Аль-Кадари, который пишет, что Тимур, цитата, «вторгся оттуда», Терско-Сулакское междуречье, в Чечню и разгромил бывший там город Алмак, имевший 7-8 тысяч домов. Конец цитаты. Другой дагестанский исследователь Багамед Алиев указывает на Тухум, то есть чеченцы называют это тейпом, Тухум Харайчу, проживающий в Алмаке. По результатам ДНК-тестов, да и в принципе это обыкновенная истина для чеченцев Харайчу, Харачой – это чеченский тейп, который имеет происхождение и ближайшее родство, между прочим, если кто-то этого не знает, с акинцами и с ауховцами. То есть у них гаплогруппа L3, они входят в третью по многочисленности основополагающую, народоформирующую ветку чеченцев, генетическую ветку. Далее приведем еще одну цитату, тоже дагестанский исследователь Салатавец. Расул Идрисов, уроженец села Дылым. Дылым – это центр Казбекского района, Республики Дагестан, сердце Салатави, который указывает на основание Алмака Тухумами или тайпами общинами, цитирую, «Хорейчо во Чункури», то есть чеченскими тайпами Харчо и Чунгары. Между прочим, Чунгары оказались по результате ДНК-исследований тоже родственными харачойцам и акинцам. Далее Идрисов указывает на то, что еще в 1812 году во время переписи указывается на то, что алмакцы по-прежнему чеченоязычные. Теперь обратим внимание на то, что в чеченском тейпе Куршлой есть ответвление Гар-Алмакой. Из-за того, что сегодня алмакцы – это авароязычное население, безусловно, этого никто не отрицает, значит, курчеченцев, алмакинцев или алмакой, относительно них утверждалось, что они, дескать, имеют аварское происхождение. После того, как были проведены ДНК-исследования, ДНК-тесты, выяснилось, что алмакой не только чеченцы, но еще и часть курчуловского тейпа, к которому они сегодня и принадлежат. Почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что на картах XIX века, по крайней мере до похода Грабе в 1839 году, населенные пункты Чунгарой и Курчулой, речь идет о горном Курчулое, буквально на расстоянии рукой подать менее километра друг от друга. То есть, опять же, связь между алмакойцами, которые сохранили топоним Алмак в своем названии, и между чунгаройцами, которые названы одними из сооснователей вместе с харачоевцами аула Алмак.
Далее Идрисов пишет: при Тимуре Алмак — чеченский город. То есть Идрисов тоже об этом сообщает. Есть карта 1809-1817 годов, это карта Кавказа, там обозначена граница между Российской империей и Ираном по Гюлистанскому миру. Так вот, на этой карте Салатави также указано как Чеченская область. Дадаев и Алиев, два дагестанских исследователя, пишут, что, цитата, «первыми здесь, в Алмаке, поселились отец и два сына его из села Харачой. Вслед за ними, троеточие, вслед за ними стали перебираться в Алмак люди из Гумбета и других аварских обществ. Так образовалось новое селение». Конец цитаты. Дадаев указывает на топонимию, значит, в селе и вокруг села Алмак, которое имеет чеченское происхождение. Например, Гойли, например, Хор-Ирзо, Борзу и так далее. Ну, кто не знаком. Хор-Ирзо здесь, значит, употребляется слово Ирзо, это чеченское слово опушка. Ну, кто не в курсе, есть, допустим, Чурч-Ирзо, село в Чечне. Значит, Борз — это курган или холм на чеченском, Ойли — это одеяло, ровное место, как бы, если употреблять по отношению к географии местности. Значит, это то, что касается Алмака. Алмак, еще раз повторяюсь, в древности это главный населенный пункт Салатавии по своему масштабу. На сегодняшний это второй, наверное, после Дылыма населенный пункт. Теперь рассмотрим сам Дылым, нынешнее сердце Салатавии. Идрисов пишет, указывает на топонимы чеченского происхождения. Хан-Ирзо, опять же Ирзо. Ган-Ирзо, опять же чеченское Ирзо. Значит, Барзу, опять чеченское Курган-Хон. Хаштинг-Ажа, чеченский, тоже чеченский термин Ажа, Пита или подножие. Ну, кто не знаком с населенными пунктами Чечни, например, Рогун-Кажа, населенный пункт такой есть. Кажа отдельно, ну и прочее, их много. Дадаев пишет, цитирую, «Упоминание о Дылыме мы находим в конце XIV века, когда завоеватель Тимур, разгромив предводителя Золотой Орды Тахтамыша, все свои силы направил на завоевание Дагестана». Конец цитаты. Алиев пишет, цитата, «Два брата и сестра из Сагратля закупили землю у чеченцев. Звали братьев Гибек и Айма на горе Айматала. Троеточие и далее. От первых переселенцев образовались три тухума, то есть тайпа. Обращаю внимание, Белит тайпа, в скобках от чеченцев, далее Будинисилал от сагратинцев и Кижинисел были выходцами из Ботлихского района. Значит, Дадаев далее пишет, что Дылым стал, цитата, центром заселения иммигрантов из всех уголков Дагестана. Конец цитаты. При этом приведен список из 22 сел, из которых 10 это горные населенные пункты. Причем начало заселения Салатавии автор, еще раз сообщаю, дылымовец, салатавец, дагестанец, значит, относит заселение нечеченским населением Салатавии к концу XVIII века. В частности, цитирую, «Основание села Гуни началось в конце XVIII века в период заселения Салатавии нынешними жителями». Конец цитаты. Обращаю внимание, что это период деятельности известного чеченца шейха Мансура. Значит, и опять же указываются на чеченские топонимы на территории Дылыма. Ишел, чеченское слово болото, о них, значит, лечебная вода на чеченском, кажел, опять каж у нас идет, шаудан, шоуда, тоже чеченское слово, родник, ну и прочее. Их очень много, как в Алмаке, так и в Дылыме. Перечислять мы их все не будем. Что мы еще можем сказать? Вот у нас упомянут некий Белит тайпа. Кто это такие? Мы чуть далее об этом скажем, значит, хотя кто-то уже догадался. Самые знаменитые известные деятели Салатавии, период имамата, вот я вам перечислил. Из того же тайпа или тухума Белит тайпа Хаджибек умер в 1845 году, был наибом Салатавии, похоронен, знаете где? В Саясане, Сесана, то есть в чеченском селе. Его брат Даци умер в 1832 году в Гимрах, был вместе с Газимагомедом. Их брат Султанбек умер в 1839 году в Ахульго, прикрыв грудью Шамиля во время оружейного залпа противника. Значит, сыновья Хаджибека, о котором было сказано, что он был наибом Салатавии, похороненный в Саясане, в Чечне. Один сын, Гебек, также был наибом Салатавии, умер в 1857 году, похоронен в чеченском селе Гендерген. Его брат Умар
тоже Наиб Салатави, умер в 1854 году, похоронен в Гендергене. Апи, их сестра, жена Тимиргери, сына Хоту Мамаева, который являлся Наибом Ауха и заведовал секретной частью при Шамиле, значит, тоже похоронена в Гендергене. Все они принадлежат к Белит Тайпа. В принципе, любой осведомленный человек имеет представление, о ком речь идет. Но давайте посмотрим все же, кто и что говорят об этом исследователи. Алиев, дагестанский исследователь. До Тимура в Салатавии были тумены, нагайцы. Значит, тумены, нагайцы, о них много сказано, это известно. От термина тумен, демен, это военно-административная единица монголов в 13-14 веках. То есть это те самые туманы или тумены, значит, тьма, войсковая единица. И вот Алиев продолжает, цитаты, «Из-за постоянных нападений чеченцев они, то есть тумены, оставили селение, имеется в виду Дылым». Конец цитаты. Далее, значит, приведем теперь комментарий по поводу Белит Тайпа, являющихся первопоселенцами в Дылыме. Вот об этом пишут исследователи уже чеченские, Баширов и Хасмагомадов. Значит, о том, что это чеченский тэп, чеченский тохом, об этом говорят дагестанские исследователи, а чеченские исследователи, просто имея представление об, значит, этнонимии чеченской, пишут, цитата, «Белит Тайпа – это без сомнения представители чеченского тайпа Билтой. Следовательно, билтоевцы овладели указанной местностью не позже эпохи Золотой Орды, вытеснив оттуда каких-то тюркоговорящих поселенцев, уже мы выяснили кого, отличных от кумыков, которых аварцы хорошо знают». Кумыков хорошо знают, туменов не знали. Большинство исследователей колонизацию Ичкерии и прилегающей местности выходцами из Аргонского ущелья датируют 15 веком. Это означает, что билты представляли более древнее войнахское население в этих местах, тогда и переселение аттинцев предстает в ином свете и может быть датировано как минимум до тимуровским периодом. Конец цитаты. Таким образом, обращаю внимание, с XIV века, это зафиксированное время, когда сюда приходят билтоевцы, по XIX век мы наблюдаем преемственность. В XIV веке первопоселенцы билтоевцы, в XIX веке Хаджибек Наиб Салатави, его сын Гебек Наиб Салатави, его брат Умар Наиб Салатави, их сестра Апи, значит, супруга Тимиргери, сына Хоту Мамаева, который был Наибом Ауха. Значит, далее, известная гора, у подножия которой находится Дылым, это Гебек-Кала. В действительное название, которое архаичное название, Дайлам. Гебек по документам – это чеченец, на это указывает Грен. И, значит, в 1834 году Эль-Журкаевы указывают на то, что Гебек являлся их четвертым предком. То есть это чеченская фамилия Эль-Журкаевых. То есть речь идет об переименовании горы Дайлам в Гебек-Кала не ранее первой половины 18 века. Опять же, на это указывают Баширов и Хасмагомадов. Далее Идрисов Расул, дагестанский исследователь, пишет, что Гебек-Кала – это чеченская гора. Караев, чеченский исследователь, со слов дылымовцев сообщает, цитата, «Аварское название Дылым появилось в результате искажения чеченского Дайлам». Конец цитаты. Теперь возвращаемся к Ауху. Я думаю, что относительно Салатави сказано достаточно для неглупых людей. Приведем цитату исследователя, который посетил Кавказ в последней трети XVIII века, 1769 по 1671 год. Гмелин, цитата. «Остров Чечень. Он наименование свое получил от живущих в горах чеченцев, кои пристают к оному для ловления рыбы». Конец цитаты. Хочу обратить внимание, сколько бы исследователи, так сказать, с Восточной Республики не рассуждали относительно этимологии названия острова Чечень, не могут они отрицать последующего повествования, в котором говорится, что жили от чеченцев, которые пристают к этому острову для ловления рыбы. И далее, Чулков, жилища чеченцев, цитата, жилища чеченцев простирались прежде всего от гор, недалеко от Эндри находящихся, то есть Салатавия, до самого моря. Но понеже они в прежние времена гребенским и донским казакам отгнанием их лошадей и скота много вреда причинили, то, обращаю ваше внимание, в 1718 году
Командированы были на них несколько тысяч человек донских казаков, которые всю их землю опустошили и многих порубили. А прочие потом в горах опять построились и в 1722 году российскими подданными учинились. Конец цитаты. Равинский, 18-19 век. Цитата. «Чечен лежит против обиталища чеченцев поблизости Аграханского залива и мыса, называемого Уч». Конец цитаты. Таким образом, несмотря на то, что некоторые утверждают, что чеченцы не появлялись на территории Терско-Сулакского междуречья до 1763 года, ситуация, по всей видимости, как раз-таки обстояла диаметрально противоположным образом. Давайте посмотрим, кто встретил Петра I в Терско-Сулакском междуречье после 1718 года, после первого побоища чеченцев. Может быть, кумыки, может быть, аварцы. Русская флотилия подошла к Аграхану 27 июля 1722 года. Максимов, исследователь XIX века, пишет, что чеченцы, цитата, «нанесли бригадиру Апраксину поражение около нынешнего укрепления Воздвиженского. За это поражение чеченцы жестоко поплатились». Конец цитаты. Бирже, тоже XIX век, о чеченцах, которые выступали также и союзниками Уцмека и Карагайтакского, цитата, «бригадир Апраксин был разбит около нынешней крепости Внезапной, это Эндери, а рейтеры Петра Великого сброшены с кручи сильным натиском горских племен». И далее тот же автор. Чтобы наказать за это горские племена, о каких племенах уже мы знаем, речь идет, Петр Великий пригласил калмыцкого хана вторгнуться за Терек со своими отрядами, ордами. Ряд курганов обозначает путь, по которому следовали полчища Аюки, Аюк-хану. А в 2 верстах от старой Внезапной, то есть Эндери, крепости показывают большой насыпной холм, где стояла ставка калмыцкого хана. Конец цитаты. Потто, также 19 века исследователь, пишет, цитата, «Петр оставался здесь, у устья Сулака, несколько дней в ожидании конницы ветеране, которая, по доходившим до него слухам, много потерпела при переходе через Кумыкскую плоскость, говорили даже о ее поражении чеченцами». Троеточие. Дело в том, что часть нашей кавалерии, посланная для занятия Андреевской деревни, иначе Эндери, находившейся около нынешней внезапной крепости, встречена была неприятелем, засевшим по сторонам пути в густом лесу и по оплошности командовавшего ею бригадира ветеране, понесла чувствительную потерю в людях, троеточие. Поражение ветеране живет поныне в преданиях кумыкского народа, которые говорят, что рейтеры Петра Великого были сброшены с кручи сильным натиском чеченцев. Кумыки и теперь показывают это место на обрывистых берегах Акташа. Чтобы наказать за это горские племена, о каких племенах мы уже много раз поняли, речь идет, Петр пригласил калмыцкого хана Аюка вторгнуться за Терек со своими ордами. Конец цитаты. Ну и далее тот же автор. Здесь Петр получил известие о новых беспорядках в Дагестане. Термин «Дагестан» здесь чеченцы употребляют определение «дераста», а на чеченском буквально это означает «отчизну». Значит, когда речь идет о чеченец, когда говорит о понятии «дераста», речь не идет о сегодняшней административной единице Дагестан, а речь идет о территории от Эльбруса до Каспийского моря, что чеченцы и называют «дерасты». Так вот, значит, Петр получил известие о новых беспорядках в Дагестане, троеточие, чтобы погасить мятеж в самом начале, Петр приказал тогда же сделать новую экспедицию в горы, и атаман Краснощеков, донских казаков, атаман, который, как мы уже поняли, уже в 1718 году таки дал о себе знать чеченцам, ходивший на этот раз с донцами и с калмыками, истребил решительно все, что только еще оставалось там от прежнего погрома. Дагестан присмирел. Конец цитаты. Кумык, офицер русской армии Девлет Мирза Шихалиев. Цитата. «Должно, однако же, прибавить, что кумыки не сохранили ничего о столь важной борьбе родоначальника князей их с русскими. Они только помнят предание, что при Андрееве неоднократно были русские и калмыки,
Но кем именно эти неприятели были оттуда изгоняемы, решительно не знают. Другая цитата того же автора. «Близ Андреева над Воровскою балкой возвышается огромный курган, называемый Аюка-Тюбе, по имени калмыцкого хана Аюка, осаждавшего некогда Андреев. Есть урочище Калмык-Октен, ниже Андреевского Караагача, через который войска этого хана проходили. Если память эта принадлежит знаменитому Аюке, современнику Петра Великого, то в походе императора на Персию участвовало 20 тысяч калмыцкой конницы, ему подвластны». Конец цитаты. Я хочу подчеркнуть, читаю, цитирую, потому что люди другого языка порой не понимают. Джон Бадли и Моши Гаммер, цитата. «Теперь русские владели побережьем Каспия до самого Астарабада. Однако вглубь прилегающих земель не вступали. Однажды такую попытку предпринял кавалерийский отряд, посланный захватить городок Эндри, Андреевский. Чеченцы разбили его. То было первое столкновение регулярного русского войска с этим племенем в его родных лесах, ставшее зловещим предзнаменованием того, что имело в бесчисленных случаях на протяжении последующих 130 лет». Конец цитаты. Симеонов, опять же, русский офицер, 19 век, пишет, цитата, «В жителях Эндрея и всех мелких аулах самого верхнего пояса плоскости, населенных по преимуществу отпрысками чеченского племени, явно проявляются черты характера их родичей, чеченцев». Конец цитаты. Генерал Ермолов, который всем сердцем любил и обожал чеченцев, уничтожая их, насколько это позволяло ему его положение, цитата, вот он пишет следующее. «Наибольшей смелостью в набегах на Кавказскую линию отличались чеченцы, троеточие. Грозная, крепость Грозная, рядом укреплений соединена была с крепостью внезапную, то есть с Эндреем, построенную вблизи знаменитой чеченской деревни Эндери». Конец цитаты. Ну и другой источник 19 века. На правом фланге, цитирую, на правом фланге сей линии, Кавказской линии, есть отдельная крепость Нальчик в земле Большой Кабарды, а на левом фланге также отдельные крепости Внезапная и Эндери в земле Чеченской. Конец цитаты. И завершая тематику с Эндереем, Хуан ван Гален. Цитата. «На следующий день конвой прибыл в окрестности Андреевского, столицы чеченских владений». Конец цитаты. Я еще раз повторяюсь. Я хочу обратить ваше внимание. Вот то, что мы сейчас делаем, вот рассуждение об этнической картине в Терско-Сулакском междуречии, оно затронуто нами, хотя мы сегодня, желая быть людьми, выстраивающими добрососедские отношения с соседями и жить так, как мы сегодня живем, кто где поселился, мы эти темы затрагиваем только потому, что бессовестные люди абсолютно игнорируют даже оригинальные источники, на которые они ссылаются, сами поднимают эти темы и не только пытаются стереть след пребывания чеченцев на бывших уже чеченских территориях, ныне там живут те, кто там живет, но еще и пытаются унизить чеченцев, указывая, что они вот якобы были еще и какого-то нелицеприятного сословия. Когда же аох заселили кумыки? Вот почитаем Дубровина. Цитата. «Кумыки сами следующим образом рассказывают о заселении кумыкской плоскости. Шамхал Тарковский Чобан сообщает о том, что Чобан Шамхал умер не ранее 1578 года. Так вот, этот Чопан Шамхал имел, цитата, «имел от одной из своих жен, кабардинки, из семьи Уздени Анзоровых, сына Султанмута, троеточие. После смерти отца законные сыновья Шамхала, рожденные от равного брака с дочерью Уцмия Каракайтакского, не признавали в Султанмуте равноправного им брата и заставили его бежать в Кельбах, нынешний Чирюрт, где в то время, по преданию, жили 3 богатейшие семейства гумбетовцев, вышедшие из деревни Рейкони. Там Султанмут терпел крайнюю бедность и сам должен был заниматься полевыми работами. Курган на урочище Кокрек, близ Баутугая, где Султанмут занимался хлебопашеством, и поныне называется Султанмут-Тюбе». Конец цитаты. Это Султанмут, которому приписывают чуть ли не то, что он был господином на территории Терско-Сулакского междуречия с самого начала. И вся эта территория принадлежала Шамхалам,
которые, постыдившись перед своим братом, передали ему право правления на этой территории. Вот он и правил на кургане, занимаясь хлебопашеством. Далее тот же автор, Дубровин, продолжаю цитату. «Султан Мут, сделавшись обладателем кумыкских владений, позаботился кумыкских владений, речь идет о правобережье Сулака, и вы это увидите, позаботился прежде всего избрать для своего жительства другой, более удобный пункт, и этим пунктом было избрано урочище Чуянлы, что в 3 верстах выше нынешнего укрепления внезапного, как замечательное по своему крепкому местоположению». То есть даже не Эндрей, не сам Эндрей, а место, которое находилось чуть выше Эндрея, это Асти-Ирзи или Кизиловая роща, которую кумыки называли Чуянлы. В эту новую свою резиденцию султан Мут переселил не только многих засулакских своих подданных, правобережных, собственно, кумыков, так и пишет автор, собственно, так называемых кумыков, но гуенов, о которых кумык Шихалиев говорит, что это гунойцы, чеченцы, живших на горе близ Миатлов, то есть на территории Салатави, и тюменов, нагайцев, обитавших по правую сторону Сулака, составив таким образом не только значительное народонаселение, но и постоянное войско, троеточие. По смерти Султан-Мута наследовали ему 2 его сына, Айдемир и Казаналк, троеточие. Эти 2 брата с общего согласия в 3 верстах ниже урочища Чумлы на реке Акташе избрали место для своего нового жительства, куда переселились со всеми своими подданными. Место это называется в настоящее время аулом Андреевым. То есть даже не сам Султан Мут, а впервые попытались поселиться на территории Андрея его сыновья Казаналк и Айдамир, и после смерти отца, по крайней мере, так утверждает Дубровин, хочу обратить ваше внимание. Почему попытались? Потому что Казаналк в последующем, после 1647 года, вынужден был бежать из Андрея, он переселился поближе к Кизляру под защиту русского терского воинства, а Айдемир умер, значит, во время, участвуя в походе против нагайцев на стороне тоже русского царства, российского царства. Итак, Шихалиев, этнический кумык, пишет, цитата, «Прибытие Султан-Мута в урочище Черюрт, которое иначе называлось и теперь называется Кельбах, было эпохой возрождения и заселения кумыкской плоскости, событием необыкновенным для равнины, заключающееся между Тереком и Сулаком, то есть то самое Тереско-Сулакское междуречье, на которую шамхалы до того времени мало обращали внимание». Конец цитаты. Это начало 17 века, потому что речь идет о периоде после 1605 года, когда состоялось сражение на Караманском поле. Что же получается? Что то, что сегодня пытаются представить, переиначивая первоисточники, и то, что в действительности указано в этих источниках, на которые вы все в оригинальных версиях 19 и начала 20 века изданиях можете убедиться в этом, мы на эти источники ссылаемся, история совсем иначе выглядит. Далее тот же автор, дагестанский автор, пишет, продолжая политические интерпретации, пытаясь какие-то интересы, наверное, лоббировать, утверждает, что акоки или акохи или акачинцы в действительности не были чеченцами, хотя это энциклопедическая истина, да, что акоки это чеченцы, а были, дескать, они кабардинцами. По этому поводу я хочу процитировать привести свою цитату из вот статьи, на которую у нас переведена будет, иншаллах, ссылка. Вот цитата. «Попытки увязать акохов с кабардинцами вызывают странные ощущения отрешенности автора от реальности. Мало того, что принадлежность акохов к чеченскому этносу является энциклопедическим фактом, но и документы сообщают о происхождении акотских, то есть фамилии акотских у Ширмы и Шехмурзы и Батай-Мурзы из нынешней Хивсуретии, населенной вплоть до 18 века этническими чеченцами. Об этом достаточно подробно сообщает Волкова в своих публикациях советского еще периода. И вот в документе 1589 года, если я не ошибаюсь, в Белокуровском сборнике он приведен, этот документ, вот что сообщают, собственно говоря, русские воеводы и сами акотские люди о своем происхождении. Я цитирую.
И дороги проведайте, куда лучше идти. И они, где дорогу проведали, идти послом бесстрашно на Мецкие гребни. Мецкие, кто-то полагал, что это Мелхисты, там Малхисты, чеченская область по Аргунскому ущелью. В действительности речь идет о населенном пункте Муцо. Мы это подробно разбираем и аргументируем. Так вот, на Мецкие гребни, на Шихово племя, то есть на племя Шиха Окотского, на Бурнашеву, да на Амалееву землю, то есть Омало, Тушети, да на Бацкие гребни, Бацу или Тушети. А владеет тую Бацкую землею государь их Александр, Кахетинский царь. Конец цитаты. То есть я хочу обратить ваше внимание. Здесь четко указывается на то, что Ших Мурза Окотский имеет происхождение с территории современной Хивсуретии, населенного пункта значит, Муцо, или как его чеченцы называли, Меци. Речь идет о Хивсуретии. И что интересно, мало того, что кабардинцы, плоскостной народ, который не имеет ничего общего с горной полосой, и в принципе они этого не отрицают, это благородный, гордый народ с просто замечательной историей. Они, мало того, что они плоскостной народ, так вот в сборнике материалов, касающихся Кавказа, составителем которого является Аталиков, в нем сообщается, что кабардинцы не то что не жили в горах, они презирали жизнь в каменных башнях, не только в горах вообще, но даже на плоскости каменные сооружения, кто поселялся, они презрительно относились к этим людям. О каких кабардинцах и в Хивсуретии может быть речь, дорогие друзья? В челобитной царю чеченцы-ауховцы также в другой челобитной сообщают, я цитирую, «А акачане Ахмад да Ачиле в расспросе сказали, троеточие, грамота с ними к государю от акачан есть, троеточие». И 123 сентября в 6-м, где из Казанского дворца дьяки Петр Микулин да Афанасия Авдокидов прислали стирки от воевода от Петра Головина отпуска об акачанях, да под отпиской от акачан челобитную такову, троеточие, царю, троеточие, бьют челом, значит, холопи твои государевы Терского города окотские люди, с товарищи 160 человек, то есть речь идет более чем о 100 семьях домов. Итак, цитирую. «Вышли, государь, мы из Акоз и из Мечкиз», то есть из Аки и Нохчмака, это Качкалык и Ичкерия. Где эта территория находится? Кто там проживает? Кого мечкизами называли кабардинцы и кумыки? В твою государеву отчину, в Терский город, на твое, троеточие, имя, на житье и с женами, и с детьми, и с братьями своими при прежних твоих государевых воеводях и при нынешнем твоем государеве воеводе. То есть сами акачане сообщают о том, что они происходят из Аки и из Нохчмака. Если вы посмотрите этнический состав современных ауховцев, вы в этом убедитесь 100 раз. Значит, что говорит Аталиков? Как я уже сказал, Аталиков указал на то, что кабардинцы просто презирали не только жизнь в горах, но и поселения в башнях, даже которые располагались на плоскости. Еще один посыл автора заключается в том, что вот, дескать, не упоминали ауховцев на протяжении 16, 17, первой половины 18 века. Выстраивалась эта гипотеза на том, что, как я сказал, акохи – это кабардинцы. Я вам показал, что это абсолютно не имеет никаких оснований. И далее, зачем это делалось? Почему вот этот фундамент Окотский, он подрывался? Потому что в противном случае уже достоверный факт, что чеченское название нынешнего Калинин-аула, значит, это Щирчир чеченское или Щирчак, имеет в русских источниках название Старый Акох, источниках 16-17 веков. Старый Акох буквально на чеченском звучит Щирчак, то есть Старый Ак. И поэтому, естественно, этот акох этноним мешал, и для того, чтобы выстроить вот эту вот, если это вообще можно назвать гипотезой, авторы пытаются подорвать этноним, принадлежность этнонима акоки к чеченцам. Ну, как видите, это не удается, но не получается, к сожалению, или к радости, не получается, ребят, но не выйдет у вас это. И это один пункт, то есть
якобы неупоминание чеченцев в 16-17, первой половине 18 века и населенных пунктов чеченцев на территории Терского-Сулакского междуречия, оно не оправдывается, потому что вот есть старый Акох, он упоминается. Еще один источник, еще один населенный пункт упоминается, ауховский. Какой? Это Акташ-Аух. Да. А как нет? Вот давайте посмотрим. Внук Султан-Мута Чойпалав-Мурза. Когда он появляется на территории Эндерии? Он появляется там лишь только в середине 17 века. После того, как он обращается за союзничеством и покровительством Гази Алдамова, чеченского предводителя. Значит, и именно после поселения Чойпалава, как об этом пишут ряд авторов, это Бартоль, Винорский и прочие, Чойпалав обращается к местному жителю Мухаммеду Аваби с, значит, прозвищем Акташи, о том, чтобы он переписал с персидского оригинала Дарбант-Нама, ну и подкорректировал его, естественно, чтобы он перевел его то ли на турецкий язык, то ли на татарский, то ли на кумыкский язык, как об этом пишут авторы. Но, скорее всего, наверное, литературным тогда у тюркоязычных был турецкий язык. Так вот почему-то авторы, напрочь игнорируют вот это вот Акташи в имени Мухаммада Аваби. И пытаются связать это Акташи с названием реки. Дескать, этот Мухаммед Аваби был жителем Эндрея. Потому что Эндерей, видите ли, находится на побережье Акташа. Ну хорошо. Вот возьмем 9 век. Мухаммед аль-Бухари. Известный Бухари. Почему его называют Бухари? Потому что он, значит, проповедовал в Бухаре, древний город на территории Средней Азии. Ну не река же Бухари. Бухара. Хорошо. Возьмем Юнус шейха Аль-Ансалти и Мухаммеда Аль-Мачади, о которых также упоминает уважаемый Хафизов. Это две личности, которые жили в 16 веке. Ну скажите, Ансалти – это река? Мачади – это река? Это два населенных пункта. Возьмем 19 век. Ташу Хаджи в кумыкских источниках. Аль-Индери. Но Индери – это река? Ведь это населенный пункт Эндери, потому что в действительности в первой половине 19 века Ташу Хаджи вынужденно покинул территорию Эндерея и переселился в Нохчмак. И после этого начал проповедовать среди чеченцев именно нынешнего Нажиюртовского района. Но Акташи – это же Акташ. Вы же прекрасно знаете, в археографических актах Кавказской археографической комиссии неоднократно Акташ-Аух называется просто Акташ. Это международный термин. Если Ширч-Юрт или Ширч-Ак называется Юрт-Аух или просто Юрт сокращенно, потому что этот термин, он был знаком, он был международным, тюркские языки тогда были. Тюркский язык был международным тогда, потому что везде Крымское ханство тюркоязычное, значит, Кызылбаши, правящая династия на территории нынешнего Ирана, тюркское происхождение, Турецкая, Османская империя, тоже тюрки. Это был международный язык. Акташи – это тоже международный термин. Юрт-Аух до сих пор на картах до депортации фигурировал как Юрт. Юрт, Ерексу-Аух, просто Ерексу. Акташ-Аух, просто Акташ. Юрт-Аух, просто Юрт. И так далее. Поэтому я утверждаю, что Мухаммед Аваби Аль-Акташи, в его вот это прозвище Аль-Акташи указывает на населенный пункт Акташ в 17 веке. Поэтому, опять же, вот эта вот гипотеза, опять же, если ее можно так назвать, она ломается. Значит, еще одна попытка автора дагестанского указать на то, что Акоки – это вот, дескать, от населенного пункта Оку-Юрт. На территории Качкалыка был такой действительно населенный пункт Оку-Юрт. И, значит, этот Оку-Юрт, он назывался на картах, фигурирует как Ак-Юрт. Сформировался позже. Значит, и вот эти вот Акоки появились позже. Но то, что Акоки не связаны никаким образом с Оку-Юртом, то, что это этноним, который сформировался от названия Ширч-Ак, мы уже это указали. Значит, но что касается Оку-Юрта, то для тех, кто не в курсе, я сообщаю о том, что Оку-Юрт образован по названию, по имени человека Оки, который являлся потомком Висытинаева, Тинин Юс на чеченском. Человек, который жил в 17-18 веках. Это Тинин-Вюс жил в 17-18 веках. А Оку, я, соответственно, полагаю, в 18-19 веке. Поэтому, не получается здесь. Завершая вот этот вот концерт, сценические вот эти вот выступления, я хочу привести последнюю попытку покушения, наверное, на самое сердце чеченской топонимии, чеченской айконимии,
чеченской истории, это населенный пункт Чечен-Аул. Мы знаем вот эту вот историю, сказку про то, что Чечен-Аул был основан в 1651 году, якобы основан турлами, которые так еще и якобы являются хозяевами этого населенного пункта. Не получается. Вот Кушева, русско-чеченские отношения, сборник документов, у нее сообщается, от 1665 года митрополит Епифаний, грузинский митрополит, который из Кахетии по Аргонскому ущелью через город Чечень прибыл в Терскую крепость, вот он, сообщая относительно Чечен-Аула, который якобы основан турлами, якобы в 1651 году, сообщает буквально следующее, это документ. Я цитирую. «Город Чечень был великих государей, царей и великих князей российских», это он обращается к князьям и царям князей российских, «поставлен был у реки Чечени от Терка в полутретьих днищах, а от гребней в полуднище, и разорен в давных годях». В давных годях. А от чего и кто его разорил, того они не ведают. И ныне, где на том месте вал земляной есть. И обращаю ваше внимание, а близко где того города ныне поселился деревнею Кумыцкой, на самом деле гумбетовский, Мурза Алкан, это Турлов Алхан, брат Загаштука и, Алибека. А на Терке у него дан в аманаты племянник его, троеточие, и тот, где Мурза, троеточие, внимание, ныне поселился близко города Чечения. Конец цитаты. Я вам скажу, когда и кто, и какой город Чечен разорил, в давних годах, как сообщает об этом источник. В 1644 году калмыки хана и тайши Хоорлюка разорили этот город. До того, как там появились турловы по приглашению чеченцев. И более того, населенный пункт этот был прежде на территории нынешнего базара Беркат в Грозном, где ранее находилась территория завода «Красный молот». Назывался он Нана Чече или просто Чече. И уже после того, как этот город был разорен и долгие годы находился в состоянии развалин, в 1651 году турловы действительно, когда чеченцы стали возобновлять Чечен-Аул, но уже рядом, на территории современного Чечен-Аула, они переселились туда, вернее, не они, а один из братьев. Если я не ошибаюсь, это был Алибек. Алхан остался в Алхан-Ауле, Алхан-Юрте, Загаштук, по-моему, в Алдах, и, Алибек переселился в Чечен-Аул. Вот и все. Не было населенного пункта, который основали Чечен-Аул изначально, который, основали в 1651 году. И по названию этого населенного пункта сформировался современный этноним Чечен. Не сможете вы эту гипотезу продвинуть. Она рушится. Документы свидетельствуют о совсем другом. И, наверное, завершая этот пасквиль относительно того, что чеченцы чуть ли не были в рабстве и освободил их имам Шамиль, было бы, в принципе, достаточно всего того, что уже сказано. Но давайте завершим несколькими цитатами, не изменяя наши правила. Процитируем Яна Потоцкого, 1797 год. Цитата. «Вопрос о независимости чеченцев не следует вообще поднимать, ибо покорить их невозможно, так как они покидают деревню, в которую вторгся враг, и уходят жить в леса и горы». И цитаты Василия Потто. Цитата. «Ни один из князей кумыкских, по словам Ермолова», Ермолов, это вы знаете, 1816 по 1826 год, это еще при Таймиеве Бибулате, Шамиль еще даже не планировался. По словам Ермолова, не смел выезжать, не будучи сопровождаем чеченцем. Конец цитаты. Я думаю, что все
всего сказанного на сегодняшний день, на данный момент достаточно. У нашего коллектива набралось настолько много материала относительно людей, которые окружили нас, и непонятно, патологически ненавидят чеченцев, которые, в принципе, только и делают, что защищаются, постоянно защищаются. Ничего не просят чужого, лишь бы оставили то, что у них осталось за эти годы. Если бы мы, пародируя и подражая этим исследователям, занимались бы тем, чем они занимаются, мы бы намного больше успехов в этом направлении сделали. Но для нас добрососедские отношения, даже если эти соседи, по крайней мере, их интеллигенция ведет себя неадекватно, они для нас стоят выше. Возможно, это уже следует и стоит по опыту многих столетий, это отношение, возможно, нужно изменить. На сегодняшний день, наверное, в ходе той информационной картины, которая сегодня обрисовалась вокруг чеченцев, чеченцы уже на уровне массового интеллекта рассуждают, наверное, то есть их мировоззрение, их взгляды, их понимание, их отношение уже меняется. И если это произойдет, дорогие друзья, действия, я имею в виду информационного характера, они будут агрессивные, более агрессивные, они будут адекватны, а может быть даже асимметричными. И в таком случае тот шквал информации, который пойдет в интернет, не будет он лицеприятным. Потому что пойдут подробности достаточно узкого характера, начиная от общеэтнических, заканчивая от бытовых исторических обстоятельств и так далее, и так далее. Пусть мои слова не покажутся вам голословными. Я ни в коем случае не разделяю народы на этносы. Любой человек, который руководствуется моралью, благородством, в смысле отношения с человеком, человечностью, гуманизмом, этот человек, это друг, это товарищ. Он намного ближе, он намного лучше, чем представитель моей национальности. Что мне делать с человеком моей национальности, если я, допустим, знаю, что он подлец? Для меня намного лучше мой добрый сосед. Я обращаюсь к вам. Прекращайте. Хватит делать из науки политику. Прекращайте писать в своих исследованиях то, что диаметрально противоположно первоисточникам. Я ведь могу по каждому автору за то время, которое мы работали, наш коллектив работал, набралось столько примеров, когда исследователи в своих работах, в своих интерпретациях противоречат прямым цитатам первоисточников, что если бы мы взяли такие срезы по отдельным личностям, мы просто дискредитировали бы их. Но я абсолютно случайно, откровенно говорю, проговорился по поводу фамилии автора. В принципе, по статье это видно было. Я стараюсь оставлять эти личности для научной полемики, для научной плоскости, чтобы это не переходило в массу. Но мы должны понимать, что все равно это все будет переходить в личностные отношения. Поэтому, если до сих пор все это игнорировалось, то далее будет последовать реакция. И реакция будет, я еще раз повторяюсь, минимум адекватной, но по максимуму асимметричной. Поэтому я желаю всем нам мира. Поистине, если вы оглядитесь, то у нас у всех существуют проблемы намного более серьезные, чем земли, а мы сегодня не пашем эти земли. Мы не гоняем скот по этим землям, мы просто рисуем границы на картах. И если бы мы не знали о существовании этих карт, эти вопросы не поднимались бы вообще. Потому что сегодня чеченцы живут на территории Республики Дагестан. Дагестанцы живут на территории Чеченской Республики, в населенных пунктах. И человек владеет той землей, на которой он живет, и заканчивает свой жизненный путь в этих 1 на 2 метра. Но не занимаются сегодня люди отгонным скотоводством массово, не занимаются земледельчеством. Тогда эти территориальные вопросы были принципиальны. Не надо пытаться сегодняшнюю этническую картину, прошлое историческое, подогнать под сегодняшнюю этническую картину расселения. Не надо пытаться искажать прошлое. Сегодня никто
значит, ссылаясь на историческое прошлое, не пытается заниматься перекраиванием территориальных границ. А вы, дорогие друзья, своими спекуляциями провоцируете как раз-таки то, чего мы до сих пор не делаем. Поэтому я желаю нам всем мира, спокойствия и богобоязненности. И если люди не верят в Бога даже, что, конечно, ужасно, гуманизма, человечности, и руководствуясь моралью, люди любой национальности, любого вероисповедания будут жить спокойно, хорошо, в мире и будут иметь всего в достатке, чего я нам всем искренне желаю. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.